очень важный вопрос, на чем нам стоит остановиться и немного раскрыть его. Считается ли пост у того, кто не делает намаз? Вот такой вопрос очень актуальный, и хочется, чтобы вы его раскрыли. Почему это вообще так начали говорить? Почему так происходит? Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал в хадисе от муслима, что разница между верующим и неверующим – это молитва. То есть молитва – признак отличия между верующим и неверующим. Этот хадис передал имам Муслим. Например, имам Науи, комментируя этот хадис, что разница различие между верующим и неверующим заключается в намазе, он говорит, что любой человек, который не совершает молитву, который оставил молитву, считая, что это является необязательной, то есть он оставляет намаз с убеждением, что это не нужно делать, это пустое дело. Отказываясь от столпа ислама. Все имамы так говорят, иджма есть, что он попадает в неверие. Что касается, он поясняет дальше имам Науи этот хадис, что касается человека, который по лени оставил молитву, то из 4 имамов 3 имама говорят, что человек, если по лени оставил молитву, что он не становится кафиром, он не становится вероотступником. Ему следует покаяться, его надо привести к тому, чтобы он начал делать молитву. Это 3 имама говорят. А по одной версии, из 2 версий имама Ахмада, говорится, что этот человек становится кафиром. Человек, который оставил молитву по лени. То есть мнение одного имама из мазхабов, и тем более у него есть 2 версии. И это одна из версий, что он так сказал. И что получается? Ахлю сунна валь джамаа строится на 4 мазхабах. И из этих всех 4 мазхабов только один по 2-й версии говорит, что человек, который по лени оставил молитву, он впадает в неверие. Только он. Основная масса уляма, джумхур говорит, что он в куфру не попадает. Он фасик, он грешный человек. Ему надо призвать к тому, чтобы он начал делать намаз. И что сегодня получается? Мы сколько лет, наша страна и нашей республики было то состояние, сколько нам запрещали исповедовать религию. 70 лет. Мы не видели ислам 70 лет. 70 лет убивали алимов, уничтожали ученых, уничтожали книги, знания, все исчезало. И вот когда нам дали возможность ее распространять, те люди, у которых как-то была связь более-менее с религиозными людьми, отдали своих детей в мадраса, отдали туда, где могли, а их же было очень мало. В городе мог 1-2 человека, который мог исповедовать религию, который знал что-то из религии, чтобы к нему можно было своего ребенка отправить. И получается, как только нам все разрешили, за короткий период, и вот какие-то семьи приобрели это знание из религии, знают что-то, что нужно делать намаз, как нужно делать. То есть богобоязливый кто-то есть рядом, от него можно мисал взять, пример взять. И получается, что среди всех людей малое количество приобрело какое-то знание, что-то о религии, и они начали стойкими быть религией. А другие, которые в семье, у них никто намаз не делал. Тем более, когда был атеизм везде, им не дали конкретных, компетентных ответов. Они хотят верить, например. Они верят, говорят, что мы верим, но не делают ничего, не совершают молитву и так далее, потому что нет рядом таких людей. Потому что в детстве никто не учил этому. И вдруг этот человек начинает видеть и хочет, что этот постится мой друг, тот постится, кто-то сосед постится. И он видит, он же к себе к этническим мусульманам относит. Он верит в Аллаха, верит в пророка, но не делает эти шаги. И он хочет сейчас поститься, начать делать пост, соблюдать пост. И в этот момент, когда он только делает шаг в сторону ислама, мы берем его, отмахиваем и говорим: нет, твой пост недействителен, потому что ты не делаешь намаз, а тот, кто не делает намаз, он попадает в неверие, твой пост недействителен. Все. Разве это правильно? Разве это сегодняшний день такая позиция, это красивый призыв к исламу? Сколько есть развивающихся атеистических взглядов, есть люди, которые вообще далеки от ислама, что-то просто там услышали об исламе и все, больше ничего не знают. Разве им сегодня сказать такую версию имама Ахмада будет логичнее, или привести мнение 3 имамов и сказать, что ты делай и соблюдай пост, возможно, после поста и ты намаз начнешь делать, и в хадж поедешь, и ближе будешь к мусульманам, и твой дух
исламский больше укрепится. Разве это неправильно сегодняшний день так поступить? Если бы мы жили бы в исламском государстве, где все, там, как родились они в исламе, все у них распространено, на джамааты ходят, там можно развязать эту мысль, что человек, который оставил из-за лени намаз, что он попадает в куфр, чтобы этих людей немного насторожить. Там можно это распространять, но не сегодня, но не в Дагестане, тем более, когда наш мазхаб не говорит так. Это отдельный ибадат, намаз, пост отдельный. Человек, даже если не совершает молитву, он может соблюдать пост, и пускай соблюдает пост, возможно, это станет причиной тому, чтобы он больше познал религию и укрепился в ней.